Казань уже не раз принимала участников крупных международных соревнований, но всегда они проходили в теплое время года. Специальная олимпиада для людей с особенностями интеллектуального развития пройдет зимой, а значит, учитывать организаторам придется и капризы погоды. Попадаем в очень большую зависимость от температурного режима, от осадков, от ветра, да, то есть в каких-то моментах необходимо будет оперативно реагировать на необходимости переноса или в какой-то степени, может быть, отмены соревнований. Соревноваться будут на 5 объектах и в 7 видах спорта: горные лыжи, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, флорбол. Специальный комплекс для лыжного биатлона сейчас строится в поселке Мирный. 2000 атлетов приедут из 106 стран, среди них и жители Татарстана. 10 спортсменов попали в основной состав сборной на 106 мест, но еще пройдут в мае соревнования по флорболу, где мы тоже претендуем на командные места в сборной России. Как и обычная олимпиада, специальная будет идти неделю. И, конечно, без помощи волонтеров эти соревнования не состоятся. Заявки на участие в специальной олимпиаде от волонтеров принимают до 5 мая. В течение всего лета с ними будут проводить собеседования. В приоритете будут те, кто знает английский. И уже только после этого начнется обучение по специальной программе. Я знаю очень много людей, у кого в семьях дети с ограниченными возможностями. И не всегда есть такие возможности, куда можно привести детей, заниматься спортом. И хорошо, что хотят, желают сделать для них добро. Главным символом специальной олимпиады в Казани стал уже знакомый татарстанцам Зеланд. Правда, предстанет он в необычном розовом цвете. Юлия Гоглева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.